Выждав подходящий день, а именно 23 сентября 2013 года, он взял с собой необходимые подручные средства и направился к зданию учебного заведения. Проникнув на первый этаж здания через крышу, он пошел в сторону КПП, где находились контролеры с целью связать последних. В это время одна из контролеров заметила грабителя. Испугавшись неожиданного изобличения, обвиняемый решил убить женщину. Напав на нее, применяя нож в качестве оружия, нанес последнее множество ударов в голову, шею, живот. Второй контролер, находившийся в данном помещении, стал кричать. Тогда преступник решил убить и ее. При этом он нанес ей не менее 9 ударов ножом в шею, в грудную клетку. Однако женщина сумела убежать из помещения КПП и забежала в кабинет дежурной службы, где находился оператор безопасности, заперев за собой дверь. Молодой человек бросился бежать за пострадавшей и, нанося удары ногой, открыл дверь кабинета. Увидев еще одну женщину, которая пыталась дозвониться по телефону в единую диспетчерскую службу и сообщить о нападении, он решил ее тоже убить. Бросившись на женщину, он стал наносить ей множественные удары в голову, шею, грудную клетку. Когда женщина упала, парень, испугавшись изобличения и задержания, принял решение скрыться с места преступления через крышу. Однако был задержан на улице возле здания института сотрудниками полиции, оперативно прибывшими по факту срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Потерпевшие были доставлены в больницу. На момент нападения в банкомате ООО АКБ «Алмаз Эргенбанк» находилось более 1,5 миллиона рублей. В настоящее время по уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей. Максимальное наказание за совершение данных преступлений по совокупности составляет 22 года лишения свободы.